Я попросил Мурада Магомедовича Зязикова, чтобы он сказал несколько слов о Махмуде Эсамбаеве. Мне хотелось, чтобы именно человек, который столько сделал для искусства и культуры наших народов, именно он сказал о Махмуде. Мурад Магомедович, спасибо вам. Я хочу, чтобы вы действительно сказали о Махмуде. Махмуд Эсамбаев – это был удивительный человек. И мне не хочется говорить, что в прошедшем времени он и остался для всех нас. Человек такой широкой души, человек, который нес не просто искусство, а человек, который любил то, что он делал. Все всегда ждали концерт Махмуда Эсамбаева. Я думаю, что это большое счастье для тех людей, кто знал его, кто бывал на его концертах. Я вам скажу, что мне посчастливилось, будучи и учащимся в школе, и потом уже студентом, и потом уже старше возрастом, общаться с этим великим, удивительным человеком. Я помню момент, когда в Грозном на площади Ленина он любил по приезду домой общаться с людьми, и он выходил на площадь, и к нему подходили люди. Он же был депутат, народный депутат СССР. В общении он был с ними очень прост. К нему подходили люди с какими-то просьбами. Он останавливался и проникался той какой-то проблемой, как личной своей. И всегда вопросы решал. Его знали за рубежом, его знали, с его творчеством были знакомы. Но люди говорили, что он наш. Очень много и самых добрых отношений именно сложились в Ингушетии, с ингушами. Конечно, тогда это вызывало какое-то удивление, но потом становилось совершенно ясным, когда точно так же говорили кабардинцы, точно так же говорили русские, представители грузины, представители всех национальностей, которые говорили, он наш родственник. Конечно, на каком-то этапе людям хотелось показать, что он все-таки член Ингушетии, и мы гордились этим. И когда человек исполнял танцы народов мира, и когда люди говорили, что он, как никто иной, до этого исполнявший тот или иной танец, передает образ народа, его уникальность, его самобытность языком танца. Если это говорили в Латинской Америке, если это говорили в скандинавских странах, если это говорили на Ближнем Востоке, конечно, это было приятно. На самом деле так оно и было. Я как сегодня помню юбилейный концерт нашего знаменитого писателя, общественного деятеля, публициста Мусы Гишаева. И когда в середине этого такого очень доброго, очень такого, я считаю, благородного мероприятия, мы обратились к Мусе с просьбой, чтобы он и дальше радовал нас своим творчеством, а самое главное было поручение, и это многотысячный зал тогда подтвердил, чтобы написать работу к юбилею великого Махмуда Эсамбаева. Сегодня я с огромной радостью, думаю, что, как и многие наши люди, отмечаем, что не просто написана книга, уникальная книга, мне посчастливилось ее посмотреть. Это будет огромным подарком для не просто творческой интеллигенции нашей страны, но для всего народа, для всего многонационального народа России, который очень любил Махмуда, и он очень любил народ России. Это очень символично, что это происходит, и что это сделано в канун юбилея 85-летия Махмуда Эсамбаева.